Добрый день, мы рады приветствовать вас на уроках по обучению башкирскому горловому пению узляу. Меня зовут Раис Низамеддинов, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Со мной мой коллега, мой друг Ильгам Байбулдин, тоже заслуженный работник культуры Башкортостан. Мы являемся активными участниками этнических форумов. Этнические музыканты, этномузыканты, так можно сказать. Мы увлекаемся башкирской народной мелодией, узляу в частности. Хотим начать наши уроки с маленького экскурса. Значит, башкирское горловое пение называется узляу, или тамаккурай, или хоздау, или хозлау, или кайдау. В Белорецке называется, в Белорецком районе хозлау, хоздау, в Учалах узляу, кайдау. Тамаккурай пошло от того, что если кураист не мог, допустим, сломал свой курай, забыл свой курай, он звуками горла извлекал звуки, подобные кураю, и поэтому узляу называется тамак-курай. У башкир узляу описан еще исследователями, например, Лебединским, Рыбаковым. Лев Николаевич Толстой, великий наш русский писатель, очень любил слушать горловое пение, звуки курая в частности. При извлечении горлового пения человек извлекает звуки путем зажима связок, зажима горла. У башкир очень был распространен так называемый среднее горловое пение, узляу. И мы хотим продемонстрировать, сейчас Ильгам Байбулдин продемонстрирует, как звучит среднее горловое пение, узляу. Башкирская народная мелодия Порт-Артур. Узляу также применялся широко у женщин. В ВКонтакте, в музыке, в Яндекс.Музыке можно найти записи легендарной Бибизады Сулеймановой. Она жила в 20 веке, и у нее сохранились аудиозаписи. Как мы знаем, горловое пение не делится на мужское и женское, и у нее очень шикарно получается среднее горловое пение. Как мы знаем, горловое пение делится условно на 3 вида: среднее, высокое и низкое. Среднее горловое пение узляу очень подходит для наших народных мелодий при игре с кураем. Итак, мы начинаем процесс обучения. Чтобы извлечь этот звук, нужно сжать связки горла. То есть, если мы выводим звук, когда мы поем, условно мы разговариваем кончиком гортани, краем гортани получается, а горловое пение получается зажимом чуть дальше. То есть надо зажимать горло чуть дальше, вот примерно, так скажем, условно здесь. Мы выводим воздух под усилием, так скажем, звук выводим под усилием, зажимаем, и получается такой искаженный звук. Соответственно, надо следить за дыханием, надо взять дыхание под диафрагму, набрать воздуха хорошо. И первое упражнение надо начинать примерно вот такими звуками. То есть мы усиленно, искусственно зажимаем звук и выводим этот звук под давлением, так скажем. То есть вот когда человек поет, условно мы поем горлом, да, кончиком горла, так скажем, условно. А когда делаем горловое пение, зажим идет чуть дальше. Когда делаем среднее горловое пение, язык лежит в одной плоскости и чуть-чуть помогает при вибрации, когда делаем трели. Как Ильгам уже сказал, когда мы меняем артикуляцию щек, губ и языка, говорим буквы А, О, У, И,
появляются другие обертона, то есть другие звуки. И этими отличаются хорошие горловики, они управляют основным звуком, и обертонным звуком они накладывают мелодию на бурдоны, на основной звук, на тонику. То есть в основном в этом упражнении участвуют гласные буквы А, О, У. То есть для начинающих горловиков нужно вначале научиться извлекать основной звук на букву О. Еще раз. О, вот мы поем. О, зажимаем горло дальше. О, добавляем артикуляцию А, О, У и И можно исполнять очень сложные мелодии. Вот у той же Бибизады Сулеймановой есть протяжная мелодия, например, Тафтиля. Тафтиля имеет диапазон почти 2 октавы, и она спокойно поет эти 2 октавы горловым пением узляу, и при этом ведет бурдонный звук. Итак, подытожим первый урок. Башкирское горловое пение узляу. Во-первых, надо следить за дыханием. Во-первых, надо упражнение выполнять сидя, то есть должна быть опора у человека. Во-вторых, надо следить за дыханием. В-третьих, упражнение, это основное упражнение, это зажим горла. То есть мы зажимаем связки и выводим звук под искусственным давлением. Если мы поем и говорим «о», а когда мы делаем горловое пение, мы говорим «о». То есть мы искусственно сдавливаем этот звук и выводим горловое пение. В-четвертых, нельзя этим заниматься по утрам. Голос должен проснуться, но вокалисты знают, что вокалист в основном поет по вечерам. То есть голос должен открыться. Хотя это индивидуально. Вот Ильгам, допустим, он может с утра проснуться и сразу запеть. То есть это индивидуальная особенность. Желательно голос должен проснуться. И желательно это делать на голодный желудок. То есть ничего не должно сдавливать, ни диафрагму, ни легкие. Вообще говорят, артист должен быть немножко голодным. Да? Ну и горловик, это касается горловикам в особенности. На этом первый урок завершен. Ждем вас на следующих уроках. До новых встреч!